В арт-галерее университета Туран прошла фотовыставка «Патриархи науки. Герои Кинеса». На выставке в университете Туран представлены фотографии 4 героев современности – Карла Молдахметовича Байпакова, Алдара Петровича Горбунова, Алексея Николаевича Марьяшева и Бекмухамбета Нурмухамбетова. Каждый из них внес огромный вклад в развитие науки Казахстана и остался легендой. Я горд, что вот действительно все вот эти 4 выдающиеся личности, я не побоюсь этого слова, особенно в научных кругах, они стали героями и этой книги, казахстанской книги рекордов. А вот 2 профессора, Марьяшев и Горбунов, они работали профессорами нашего университета, а Алдар Петрович был долгие годы в составе редакционной коллегии вот казахстанские книги рекордов. На открытие выставки были приглашены родственники, близкие друзья, коллеги. Им было что вспомнить и рассказать все от первого лица. Это люди достойнейшие из достойнейших. Прекрасная выставка. Я, насколько знаю, в этом месте, в Туране, всегда великолепные выставки. Собственно, я думаю, и отец не просто так здесь представлен, потому что он сам себя всегда называл 80-летний пацан, потому что, ну и по характеру, вот вы спрашивали, какой он был, можно говорить часами о том, какой он был. А был он именно такой современный, такой молодой, он мог там прыгать, скакать. Ну вот для меня, что важно, как удачно сложилось, что Алексей Николаевич Марьяшев был представлен напротив отца. Когда вспоминаешь Алексея Николаевича, то понимаешь, что такое бессмертие. Вот потому что это человек, перед которым смерть отступает. Потому что он жив в сердцах людей. И вот то, что сделали сегодня, вот эта выставка, вот она верное тому доказательство. Я всех участников, вот всех, о ком эта выставка, я со всеми была знакома. С Карлом Молдахметовичем тоже ездила в экспедицию. Горбунову мы приходили консультироваться по поводу его китайских маршрутов. А Беген Ага, ну, мы его знали там с 90-х годов и не единожды приезжали к нему. Но в те времена, когда он еще не было музея Исык, он ставил юрту, казан, и рядом с курганом сидел и рассказывал о культуре и истории саков. Об Алексее Николаевиче можно, как об археологе, много чего рассказать. Человеку 84 года. Казалось бы, ну, все, что он смог, открыл, сделал, но вот именно последний год его жизни, 2017 год, он завершил очень красиво. 4 новых скопления рисунков открыл и исследовал. И исследовал. Это такое святилище, я думаю, не скоро еще археологи доберутся, как Карабас на границе с Китаем, святилище Архарлы, святилище Хантау, Тентек. Организаторами встречи выступила кафедра «Туризм и сервис» университета Туран. Сегодняшнее наше мероприятие – это задумка всей нашей кафедры, потому что мы много говорим о том, что сегодня нужно, ну, может быть, я несколько высокопарно скажу, что вот этому нашему молодому поколению, в частности, нашим студентам, больше давать знаний с точки, вот я, например, говорю с точки зрения книг, источников, чтобы не было вот, ну, может быть, я прослыву консерватором, чтобы не было википедийного образования, понимаете? И мы подумали о том, что есть люди, которые могут являться тому примером, чьи образы могут еще раз представлены нашим молодым людям. И, конечно же, тут отправной точкой стала наша книга «Кинес», то, которую мы обычно зовем «Казахстанская книга рекордов Гиннеса». Так что все эти 4 имени, 4 героя, они заслуживают того, чтобы, ну, как сказали бы, несколько поэтично слагали о них поэмы, легенды и, может быть, даже воспевали в одах. Цель фотовыставки – чтобы не забывать, чтобы гордиться, чтобы заново открывать и рассказывать, чтобы помнили.
Фотографии запечатлели яркие моменты в жизни выдающихся ученых: Алексея Марьяшева, казахстанского археолога, Карла Байпакова, академика, археолога и историка, Алдара Горбунова, ученого-географа, Бекмухамбета Нурмухамбетова, соавтора открытия захоронения Золотого человека. Выставка рассказала об этих великих личностях языком камеры и мастерства фотожурналистов.